В этих стенах воспитывает поистине звездочек. Ученики физико-математического лицея ежегодно подтверждают высокий уровень знаний на различных олимпиадах. В декабре прошлого года с Международной олимпиады по экспериментальной физике наши лицеисты привезли 2 бронзы и 1 серебро. Оно в активе Дениса Рубцова. Такие награды, говорит юноша, достаются нелегко. Одних знаний мало, нужна еще и находчивость, как, например, в случае регионального этапа Олимпиады имени Максвелла. Участникам надо было определить плотность риса при помощи стакана с водой и весов. Массу вроде бы легко найти. То есть у нас есть весы, мы померяем и нет проблем. А вот объем было найти проблематично, потому что когда мы кидаем рис в воду, рис разбухает. Естественно, его объем меняется и плотность тоже. Мы брали стакан с водой, в марлю кидали рис, и вот эту марлю с рисом, ее нужно было опускать в воду. И там уже через законы физики, через силу Архимеда, через силу тяжести нужно было найти плотность риса. То есть до этого нужно было, во-первых, догадаться, а во-вторых, это нужно было оформить. Уже 1 апреля Денис отправится в Сочи, в образовательный центр «Сириус», где соберутся победители из всех регионов, уже на заключительный этап. Ко всему прочему, талантливых школьников ждет еще и обучающая программа. Кстати, для нашего лицеиста это уже не первая поездка в «Сириус». Он знает, что для каждой смены готовят сюрприз. В прошлом году, например, на встречу к детям приходил Алексей Леонов, первый в мире космонавт, который вышел в открытый космос. Кстати, в Сочи ученики лицея выезжают регулярно. А здесь ребята пишут работы, которые потом проверяются экспертами в самом Сириусе, и потом поступает им приглашение на обучение по программам в этом центре. И вот часть финансовой поддержки как раз оказывает фонд Ренова для того, чтобы наши дети могли выезжать на юг нашей Родины. И там они проходят обучение по программам, связанным физика, математика, биология и химия. Это одно направление. Второе направление: мы на базе лицея организуем тоже образовательные программы, куда приглашаем преподавателей самого центра «Сириус». В основном это преподаватели Московского физико-технического университета. И в этом году у нас в гостях были Агаханов и Осин. А этот лицей вот уже 26 лет воспитывает одаренных детей из сел республики. За год здесь проходит обучение порядка 500 учеников 9-11 классов. Ребят готовят по 6 направлениям в очно-заочном режиме. На сессии они приезжают 3 раза в год. Кстати, это образовательное учреждение в России единственное в своем роде. И его опыт пора бы тиражировать в других регионах, отметили гости. Те дети, которые к нам приезжают, конечно, это дети, которые хотят учиться, могут учиться. Отсев, конечно, небольшой есть, но те дети, которые выдерживают 2 или 3 года обучения в лицее, они, конечно, получают огромный багаж знаний. Они с хорошими результатами заканчивают лицей, они полностью адаптированы уже к вузовской системе обучения, к самостоятельной жизни в городе, поскольку они, мы подсчитали, 50 дней за 2 года проводят в лицее, и этого достаточно получается для того, чтобы они выходили в жизнь уже самостоятельными детьми. Эти лицеи – только 2 примера одной большой работы, которая началась совсем недавно. В мае 2017-го в Коми был создан Центр для выявления и поддержки одаренных детей. Так у нас удалось провести впервые учебный сбор к подготовке к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников, благодаря чему у нас ребята показали достаточно высокие результаты, о которых я сегодня буду рассказывать. У нас увеличилось количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады. Один даже был победитель международной олимпиады, поэтому нам есть уже чем гордиться. Были проведены курсы повышения квалификации, профильные смены для школьников, одаренных детей по физике, по математике, курсы повышения и семинары для учителей на базе образовательного центра «Сириус». Сегодня идет формирование регионального реестра одаренных детей, куда уже внесены призеры и победители олимпиад. Список будет постоянно пополняться. Для выявления талантов одних только конкурсов проведут около 100. Ближайший проект – многопрофильная смена. Ее организуют совместно с Центром подготовки космонавтов и запустят в апреле, аккурат после Дня космонавтики. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.